я захожу в нашу спальню, вот здесь, пожалуйста, мы отдыхаем, прохожу и за перегородкой попадаю в мастерскую, где у меня стоит замечательный маленький лабораторный токарный станок. Токарному делу Александр Георгиев научился еще в детстве, помогая отцу на заводе. Позже увлечение переросло в мастерство, и сегодня он с легкостью может изготовить из дерева любую деталь. За несколько минут в руках мастера появляется шахматная фигурка. Опа. Вот вам пешка, пожалуйста. Шахматная. Но особая гордость мастера – музыкальные инструменты, созданные здесь же. Палочки для барабанов или тавр – самые разные имитаторы звуков живой природы. Специально я сделал вот такая трещотка называется, в которой шумят на ветру сосны, которым уже сотни лет. И вот такая, я сейчас только не пугайте, да? Вот такой инструмент, да? Это такая же, как музыка. Вот все, что угодно можно подогнать, там, сделать, отшлифовать, там что-то там. Это тоже очень интересно. Создание музыкальных инструментов – это не только увлечение всей жизни, но еще и необходимость, связанная с его настоящей профессией. Именно для этого оркестра мастер и делает инструменты. Палочка дирижера тоже дело его рук. Вот уже 10 лет народный артист Кыргызстана Александр Георгиев руководит большим симфоническим оркестром мэрии столицы Кыргызстана. Значит, кларнетом на тон выше нужно играть. Раз, два, раз и... Дирижером Александр Егорович мечтал стать еще в молодости, работая ведущим кларнетистом в знаменитом оркестре Асанхана Джумахматова. Именно у мэтра дирижерского дела он и научился всем тонкостям своей сегодняшней профессии. Позже он стал единственным в Кыргызстане музыкантом, получившим диплом дирижера в 60 лет. Говорят, что Караян всегда дирижировал с закрытыми глазами. Как только он один глаз открывал, это значит, в оркестре уже кого-то завтра не будет. Кто-то сыграл не так, понимаете? Вот. Если бы я закрыл глаза и вот так вот начал разводить, да, то мне, я не знаю, многих, наверное, пришлось бы уволить, да, если бы... Для дирижера важно звучание каждого инструмента в оркестре. Для того, чтобы они слились в единое целое, нужна гармония в коллективе. Поэтому к каждому участнику оркестра Александр Егорович находит свой творческий подход. Здесь сидят вот 70 индивидуумов. У каждого есть свое эго. Что такое эго? Да? Это я, значит, у каждого есть свое я. И вот с одним можно попросту поговорить, вот со Светочкой, да? И она сразу все поймет. А вот с Иваном можно вот говорить, а он сопротивляется, потому что у него такое, да, у него такое я. И вот мы пытаемся вот эти все я, и мое, как руководителя, и я всех членов коллектива хотим направить в какое общее русло для достижения хорошего звучания оркестра. Легкий характер дирижера помогает музыкантам быстро освоить новую мелодию. Когда мы даже берем новое произведение, он так понятно дирижирует, что мы, можно сказать, что с первого прочитания с листа оркестр уже вполне прилично звучит и играет. Музыкальная атмосфера царит и дома у Александра Егоровича. Послушать игру дочери по вечерам собирается вся семья. Внук и любимая супруга, с которой Александр Егорович прожил уже больше 40 лет. Познакомились, сошлись на почве музыки. Мы друг друга поддерживаем вообще, в принципе. Я ведь тоже музыкант. И он всегда знает всех моих учениц, всегда как-то присутствует при их росте. Так что вполне все обоюдно. Музыка сопровождает Александра Егоровича всю жизнь. На протяжении многих десятилетий она с ним и дома, и на работе. Хотя можно ли назвать это работой, когда к музыке стремится сама душа? Вот если я вот этим занимаюсь, значит, Господь Бог, наверное, поставил меня, вот, что вот руководить вот этим коллективом. Не где-то там с кем-то, не где-то, а вот именно здесь. И поэтому вот я думаю, что нужно воспринимать это так. Вот послал меня Господь Бог, вот я этим делом занимаюсь. Все, весь оркестр играем, пожалуйста. Серик, начали. И... Вот так вот.